Я Попова Полина Васильевна, доцент кафедры общей зоотехнии агротехнологического факультета. В связи с столетием Якутской АССР коллектив нашего факультета организовала выставку, посвященную столетию для наших студентов и сотрудников. К вашему вниманию, вот старинные весы. Эти весы принес нам доцент кафедры физического воспитания Баишев Афанасий Афанасьевич. Вот его предки пользовались этими весами. Вот. И это тоже очень такой уникальный экспонат, старинный самовар. Вот этот самовар принес нам заведующий кафедрой физического воспитания, доктор наук Платонов Дмитрий Николаевич. А вот эту молочницу нам перенес тоже доктор сельхознаук Степанов Константин Максимович. Вот. И эти все экспонаты мы хотели, чтобы посмотрели наше будущее поколение, наши студенты. Хочу обратить ваше внимание, вот эти маленькие игрушки детские. Вот эти игрушки нам подарил Решетников Иван Савич, доктор ветеринарных наук, наш уважаемый профессор, который после окончания университета долгое время работал у нас, в нашем коллективе. Вот жабо. Это тоже очень историческое. Это жабо подарила нам тоже вот кандидат сельхознаук, доцент нашего факультета Зинаида Ивановна Буковская, когда она была депутатом Верховного Совета ЯСР, носила именно вот это жабо. И к вашему вниманию, вот эти школьная форма детей советского времени, вот это принесла нам доцент кафедры тоже общей зоотехнии Захарова Лариса Николаевна. Здравствуйте, дорогие уважаемые коллеги, сотрудники, студенты. Меня зовут Черноградская Наталья Матвеевна, доцент кафедры общей зоотехнии. Но я хочу тоже рассказать немного о наших советских времен, так как выставка посвящена столетию образования Якутской АССР. Ну вот те, которые посуды использовали наши предки, родители, прадеды, деды, все они. Так, ну вот вы видите, это Акулина Васильевна, сколько там все сотрудники принесли. Это все якутские утвари. Они очень нужны были во время сенокоса. Сюда носили это масло сливочное и никогда не портится. Ягоды собирали, землянику, все. То есть это то, что было именно в быту якутских селян. Ну вот еще видите, то, что вот именно ими использовали, вот лопата, вот это кёрчах заготавливали, то же самое, сливки сбивали, вот это карась тоже очистили, ну, когда вот карась варится, да, осторожно перемешивали, так. Ну вот это тоже каждая утварь имеет свою, это, мне вот подарил, когда я помогла своему племяннику, ну, брату нашему, он окончил ЯГУ, педфак, и вот он сам сделал от руки вот это именно с бычьего рога вычья, называя это, его зовут Черноградский Максим Михайлович, ныне сейчас это как там целитель Харатала, так он живет в Хамагатта. Ну вот здесь стоят у нас все посуды, которые наши сотрудники привезли, советских времен, дальше, даже есть германские, вот немецкие, вот Валентина привезла, да? Ага. Очень давних времен. Каждая вот история показывает, с какого завода заготовлена эта посуда. И все они используют, до сих пор служат. Ну вот и даже наши вот тоже, вот когда отдыхали в банях, это топили, и во время бани они там и топили, и пиво, и самогон вот из этих там посуды. Так, а это уже, так это тоже для посуды, для цветов тоже такие красивые были посудины. Еще хочу показать, это посуда, которую подарили Елисеевой Людмиле во время Олимпиады в 80-м году в Москве. Она родила сына, и вот эти ровесники, сокурсники подарили ей такую посуду. Так, ну остальное вот это тоже советских времен, для сахарницы, масленицы, все вот это все чайники, все использовали в наши времена. Наши все родители, все вот чай с собой брали вот здесь и всегда с собой носили дома, всегда держали. Это тоже у меня историческое, когда мы поженились с мужем, подарили мне это, когда уже
Это семейный сервис был, привезли, вот подарили. То же самое вот Ленинградский фарфоровый завод, знак качества отлично. Это мы в 1974 году поженились с мужем. Так, и вот это все, подарки все, у всех рассказывают свои семейные истории. Спасибо за внимание. Здравствуйте, меня зовут Захарова Лариса Николаевна, я доцент кафедры общей зоотехнии агротехнологического факультета. Я хочу сегодня рассказать несколько вещей, значит, моих родителей. Но акцент делаю на это радио. Это радио мой отец получил, когда ему вручили генеральный секретарь Брежнев Леонид, значит, орден кавалера третьей степени, орден кавалер ордена третьей степени. Он таким радостным, значит, это было 80-е годы, да, 80-е годы, в те времена только эти радио только начали выпускаться, и мы были очень рады, значит, конечно, этому событию, да. А вот это, значит, магнитная, ленточная, значит, магнитофон Лира, тоже очень старый, 1972 года, она работает, можно сейчас даже включить, и можно и послушать. Ну, в те времена говорили, конечно, вот это, но по сравнению с сегодняшним днем, это, ну, можно сказать, примитивные, да. Старинный локон. Все наши мамы, бабушки, наверное, тоже это выпущено где-то 80-е годы. Значит, локон бигуди, он в рабочем состоянии, мы ее так бережно храним, и даже иногда сама пользуюсь в настоящее время. И, значит, до сих пор бережно я храню эти вещи. Ну, несколько вещей. Да, вот там в школьной форме висит, которую я тоже сохранила. Пионерский галстук. Там лежит тоже телеграмма. Мои родители были связистами. Там под стеклом лежит телеграмма Советского Союза. Моя мама работала на почте, принимала телеграммы, отправляла телеграммы, различные вот эти... Значит, и включала, и работала на коммутаторе. Можно, получается, так. Ну, вкратце все. Всем всего хорошего.